Хочу начать с того, что представиться немножко о себе. Я работаю уже в Казанском архитектурно-строительном университете, читаю курс лекций по истории архитектуры мусульманских стран. Ну, надо сказать, что вот этот курс, он сам по себе уникальный. Во всем нашем огромном пространстве российском такой курс больше нигде не читается. Понимаете, только в Казани. Слава Всевышнему, что он есть, что он читается. Поэтому вот это еще одна возможность ознакомить аудиторию с архитектурой татар, с архитектурой мусульманской архитектуры. И для меня это, конечно, событие очень приятное. Давайте начнем по поводу уже самой архитектуры, так скажем. Да? Эта сегодняшняя лекция называется «Татарская архитектура татарской мечети». Ну, мы все знаем, что исламская культовая архитектура, она имеет значимую долю, вот скажем так, исламской культуры. Если даже мы вспомним памятники архитектуры исламских стран, они очень такие значимые, что ли. Даже вот один Тадж-Махал чего стоит по своей красоте, да? Или, скажем, собор в Дамаске, вот, Амиядов, которому сейчас, вот, после падения режима Асада, открылся доступ, и там мусульмане уже могут молиться. Он долгие годы был законсервирован, и вот эта старейшая мечеть, одна из первейших мечетей вообще каменных эпохи Амиядов, она теперь вновь функционирует. То есть очень много таких значимых памятников архитектуры оставила исламская цивилизация и продолжает это делать. Появляются новые прекрасные объекты исламской архитектуры. Так вот, из такого протяженного, длинного такого объема, что ли, исламской архитектуры, мы знаем наличие определенного типа мечетей, известных по всему миру. Это, прежде всего, арабская мечеть. Потом, значит, мы знаем иранская мечеть, да? И знаем турецкая мечеть, например. В этих пластах типологии, национальной типологии мечетей особое место, на мой взгляд, принадлежит татарской мечети, которая уникальна сама по себе, которая не является каким-то, скажем, производной ни арабской, ни турецкой, ни какой-то иной мечети. Это своеобразное явление в культуре, в архитектуре. И татарская мечеть по праву, мы сейчас с вами посмотрим, вносит свой вклад, значимый вклад, значительный вклад в общую мировую исламскую культуру. Ну, начнем мы, наверное, прежде всего с того, с предков надо начать, наверное, да, с предков. И вообще, откуда появился ислам на территории России? Ислам появился на территории России, мы знаем, это связано с булгарами. Именно булгары, которые оказались на территории Волгокамья. Мы знаем, что было при Азове такое булгарское ханство, там хан Аспарух. И вот этот хан Аспарух завещал свое государство своим сыновьям. Ну, сыновей было много, понимаете, да, и, естественно, очень было трудно им поделить это все. Поэтому еще было давление хазар на булгарское ханство, и группа под хана Альцека дошла до Италии. До Италии дошли. Вот мы видим здесь хорошо, как они дошли до Италии. Там даже герцог Ломбардский им предоставил, так скажем, разрешение на проживание на территории этой тогдашней. Ну, сегодня это Италия, тогда были практически в те времена, это уже было осколки Великой Римской империи. Да? И вот они дошли прямо до середины сапога, дошли, и там даже есть памятник, вот, не помню, как называется этот городочек в Италии, хану Альцеку, понимаете, да? Как они так широко распространились по булгар. И говоря о Булгаре, есть такой вот дизайнерский дом моделей, такой булгар старинный такой в Италии есть, очень такой, звучит как Живанши, а это очень такой бренд, очень старый, древний бренд Булгари. Не случайно он называется Булгари. Ну, это вот про Булгари, про наших булгар. До сих пор вот ученые не могут определить вообще как-то однозначно, внятно, понятно, кто мы такие вообще. Есть сторонники булгарской теории происхождения татар. Да? Есть сторонники, значит, какой-то там кипчакского происхождения, татаро-монгольского происхождения татар. До сих пор ученые никак однозначно на это не отвечают. Но сам по себе факт появления булгар, тюркских племен, на территории Волгокамья, где уже проживали, так сказать, финно-угорские племена,
автохтонные, да, издревле проживали. Естественно, что там происходит? Там происходит смешение тюркских кочевых племен и местных финно-угорских племен. И эта смесь, булгарские племена кочевые, они там оседают, уже переходят на оседлый образ жизни. Местные племена финно-угорские язычники, булгары тоже язычники, в основном они были тингрианцы, да, тингрианцы, но говоря, что они язычники, все-таки у них тингрианство это не многобожие. Все-таки у них Тенгри, бог Тенгри был верховным богом, главным богом, да, то есть булгары, они как-то даже были, я бы сказал, это своего рода монотеистическая религия, вот у булгар было тенгрианство. И когда вот в 922 году хан Алмуш обратился к халифу Дамаска с тем, что прислали, значит, такую делегацию специалистов в области ислама, что ли, да, чтобы обратиться в эту исламскую религию. То есть население, в принципе, было готово к принятию монотеизма, который нес в себе ислам. И вот это событие принятия ислама на территории Булгарии, Волжской Булгарии в 1922 году, это было колоссальное событие, которое уже прошло вот с момента принятия ислама, добровольного принятия, понимаете, да, 1200 лет того момента, и вся наша культура татарская, булгарская, как угодно назовите, она зыждется, сопричастна и скорблена вот этой вот исламской, мусульманской идеей, которая была принесена на эту территорию Волжской Булгарии в X веке. Я иногда с ужасом себе представляю, что было бы, если бы хан Алмуш вот не стал обращаться к халифу Багдада. Да? Если бы они так и остались язычниками, понимаете, да, не, так сказать, не обращенные в ислам. Что было бы с нами, вот скажем там, да? Я себе это представляю очень просто. Представьте себе, что случилось с местными финно-угорскими племенами, такими марийцами, удмуртами, чувашами, да, которые не приняли ислам. Да? Вообще есть такое мнение у историков, что чуваши это те же самые булгарские племена, те же самые булгары. Не зря говорят, что чувашский язык очень похож на булгарский, да, хотя булгарский никто не слышал, никаких письменных источников звучания булгарского языка не осталось. Но что я хочу здесь сказать, то что финно-угорские племена или чуваши, да, я забыл сказать, что чуваши как раз вот Сувас, в источниках они упоминают как Сувас, и как раз вот племена, которые не захотели принять ислам, остались в своей языческой вере, что ли. И в последующем мы видим, что после расширения границ московского государства все эти языческие народы, они были насильственно крещены, да, они стали христианами и уже оказались в орбите, совсем в иной орбите совершенно. Ну, то же самое ожидало, на мой взгляд, и булгар, если бы они не приняли в свое время ислам. Ну, это вот такое маленькое лирическое отступление, и поэтому мы с вами продолжим, что ли, наш разговор. Вот территория Волжская Булгария, это расцвет Волжской Булгарии, это 12 век, начало 13 века, вплоть до монгольского нашествия, Огромная территория. На этой территории было множество городов, и Булгар, Беляр, Жукатин и так далее, разные города. От них только остались однако городища, мало что осталось, к сожалению. Но почему мало что осталось? Хотя это была очень такая цивилизация булгарская, очень мало они что знаем, да, но это была развитая цивилизация. Мы с вами еще в этом убедимся. Вспомним, например, булгарскую обувь. Ичиги булгарские до сих пор, да? Кожаная мозаика, откуда она идет? В нашей татарской традиции она от булгара идет, она так и осталась. Это булгары. Кожаная мозаика. Что такое кожаная мозаика вообще? Откуда вот технологии в обработке кожи? Откуда они взяли? Булгары, они же принесли с собой эту технологию сюда, на эту территорию. Да? Или вот, скажем, вот, искусство, ювелирное искусство у татар, которое оно тоже восходит к булгарским временам. Это ювелирное искусство. Оно ниоткуда не взялось, понимаете, искусственные ювелиры. Потом территориальное положение Волжской Булгарии находилось на стыке, на караванных путях от, ну не от варяг, греки, но во всяком случае от Азии до Руси. Да? Там постоянно, там, в Волжской Булгарии, но Булгар это был торговый центр, по сути дела, там происходили всевозможные сделки торговые.
и там были представители народов Азии и так далее и тому подобное. То есть это был такой важный торговый центр в свое время. Но, к сожалению, вот Волжская Булгария, она была разрушена в начале XIII века татаро-монгольской ордой. Татаро-монголы, кочевники, да, захватили огромные территории. Как они смогли захватить такую огромную территорию вообще? Вот мы смотрим там территории империй, скажем, да, древних империй, и оказывается, что татаро-монгольская империя, они чуть ли не до Европы дошли вообще, там чуть ли не до Вены. А как они умудрились захватить такую огромную территорию? Как это? Просто никто им не оказывал сопротивления. Да оказывали сопротивление первыми, оказали сопротивление, достойное сопротивление, оказали булгары. Они отбили первую атаку татаро-монгол, разгромили монгольские войска, но через 3 года там собрали гораздо больше силы, гораздо больше армию, и вот это уже второе нашествие татаро-монгол, оно смело с лица земли всю булгарскую цивилизацию, так будем говорить, и открыло доступ татаро-монголов дальше на Русь, на Киевскую Русь. Наверное, если бы вот не это событие историческое, эта Волжская Булгария как бы могла бы развиваться так же прекрасно, на мой взгляд, как скажем, венгры, например. Венгры, откуда они с Урала переместились, там перекочевали в Европу еще и как-то смогли себя сохранить, и до сих пор это прекрасное государство существует, так мы говорим. Ну, каждого народа своя судьба, у всех своя история, поэтому мы сейчас будем уже ближе к архитектуре подходить. Вот, значит, проект виртуальной реставрации города Булгар, который мы делали в институте у себя на кафедре, да, со студентами. Здесь вот, посмотрите, вот центральная картинка, что собой представлял город Булгар. Да, это был, конечно, укрепленный город с валами, с крепостными стенами. Внутри там находились и каменные сооружения, и деревянные сооружения, и даже юрты там находились, потому что, как пережит, ну, все-таки булгары кочевой образ жизни и вели, да, жили в юртах, и кочевникам очень так непросто с юрт перебраться в кочевое жилище. Наверное. Об этом свидетельствуют примеры других кочевых народов, например, казахов, монголов и так далее, понимаете. Монголы до сих пор живут в юртах своих, вот это столица Монголии, Улан-Батор, это вот советские хрущевки, по сути дела. Сейчас они, конечно, развиваются более, но они привыкли жить в юртах. Поэтому здесь вот на территории Великого Булгара были юрты, вот сейчас, конечно, вот они синенькие тут мне показаны. Здесь вот на этом рисунке мы еще видим, ну, помимо вот элементов такого, скажем, археологических находок, вот мы видим, которые характеризуют эстетическое предпочтение булгар, да. Вот смотрите, вот здесь вот форма кувшинов, кумганов, форма луков, да, вот эти кувшины, они говорят, вот о чем они говорят, эти формы? Наверное, о чем-то они говорят. Для контраста могу сказать, что вот новые формы театра Камала мне ни о чем не говорят совершенно. Они не говорят, эти новые формы, о причастности к татарской или булгарской культуре. А вот эти плавные, изящные, тонкие, изящные формы вот этого прикладного искусства булгар мне о чем-то говорят. Здесь вот мы с вами видим планчики, это аналоги старинных городов тех времен, значит, расцвета великих булгар. То есть это все булгарское городище, город Булгар, Великий Булгар развивался в соответствии с градостроительными нормами или градостроительными традициями тех времен. Ну вот уже мы переходим к отдельным постройкам, которые были на территории Великого Булгара. Каменные постройки. Каменные. Чем интересно, это каменные постройки. Они интересны тем, что, по сути, это были первые каменные постройки на территории России, если быть честными. Еще не было Успенского собора и Архангельского собора в Московском Кремле, тоже первые каменные постройки, по сути дела, да? А на территории Булгар уже были первые каменные постройки. Откуда это умение работать с камнем у кочевого народа, у булгар? Они же кочевники, откуда у них знания о том, как работать с камнем, как строить из камня? Да ниоткуда. Строили армяне. Территорию Булгар сохранила до сих пор армянское кладбище. Естественно, они нанимали армян, а армяне искусственные. Искусственные строители из камня. Армянское государство одно из древнейших в мире после иранского, понимаете. А армяне живут среди камней. И, естественно, искусство работы с камнем, они это прекрасно знают. И, естественно, что булгарские ханы, которые строили свой великий город, они нанимают зодчих армян, и из рук все это выходит, рук армянских зодчих. Это однозначно. Но сама архитектура – это уже нечто
не в чистом виде армянская, так скажем. Хотя влияние армянской архитектуры бесспорно тут присутствует. Вы посмотрите, завершение шатра, вообще вот этого восточного мавзолея, да, завершение шатра, такой восьмигранный шатер, откуда это все вообще? Это в исламской архитектуре, этого нет шатровой архитектуры. Даже мы возьмем аналоги, вот, скажем, вот тут у нас есть аналоги, есть круглые шатры, вот это вот аналоги тех времен, но восьмигранное это присуще только почему-то вот архитектуре великих булгар, и здесь я усматриваю влияние армянской архитектуры. Если мы посмотрим армянские храмы средневековые, Ичми-1, например, посмотрите, да, то это вот эта шатровость, это все оттуда. Здесь что у нас вот восточный мавзолей, которая была превращена в Никольскую церковь, какая ясная, понятная, простая композиция. Вот внизу это четверик, вот видим, раз, два, четверик в плане, который переходит в восьмерик, восьмигранную форму. А вот это восьмигранник потом перекрывает шатровым куполом. Переход от четверика к восьмерику, это надо знать, как это делать. Это надо знать, это надо уметь вообще, чтобы как перейти таким образом. Это надо иметь опыт строительства. То есть это владели армянские зодчие. И вот этот элемент перехода от четверика к восьмерику, мы видим такой вот треугольный скосик тут появляется, так называемый булгарский скос. Он так и называется, булгарский скос. Это своеобразный, чисто булгарский, что ли, элемент, конструктивный элемент в архитектуре. И мы видим здесь, вот на этом восточном мавзолее, великолепный портал, арочный портал, такой напоминающий айванные мечети Ирана, что ли, так будем сказать. Да? Потому что это уже постройки все, о которых мы говорим, это постройки 13 века, это уже эпоха аббасидов, это не 10 век, это уже 13 век, это позднее, это период Золотой Орды, а уже постройки аббасидов, и уже там в архитектуре мировой появляются типа айванные мечети, и айванные мечети характерны вот таким вот наличием такого большого входного портала. И здесь оно как раз перед нами на лицо. Вот еще комплекс «Малый минарет», ханская усыпальница называется. Кстати говоря, ученые, историки, они до сих пор затрудняются в определении того, функциональной принадлежности этих сооружений на территории Болгар. Ну, ясно, что это соборная мечеть, это мечеть, а все остальные это называют то ханская усыпальница, то черная палата, то судилище, то еще чего-то. Определить точно не могут они, какая функция там была. Но дело не в функции, а дело, значит, были ли это ханские усыпальницы, то есть так называемые тюрьбе, да, где хоронили этих самых знатных ханов, наверное, так именно, представителей рода. Но это для нас не важно, для нас, как архитектору, для меня, в всяком случае, важно вот своеобразие этой архитектуры. Вот комплекс ханской усыпальницы, так мы назовем. Мы здесь что видим? Опять мы видим вот такой элемент портала, входного портала. То есть главный вход обозначается порталом. То есть не просто это какая-то дырка в стене, она обязательно так презентативно оформлена. И здесь мы видим с вами малый минарет, так называемый малый минарет. Это уже несколько другая архитектура. Здесь внизу четверик, потом восьмерик. Вот мы видим булгарский скос, переход элемента, переход от четверика к восьмерику, а потом с восьмерика переход на цилиндр. Это тоже надо уметь. И никакие кочевники это не знали. Вот это, естественно, нужно было привлекать специалистов, да? И завершается это таким вот, это минарет, площадочка, да, и завершается таким коническим сводом. Тоже очень такая своеобразная. Тут вот есть аналоги того, как все это выглядело. Ну, если мы посмотрим, какие были минареты в мировой исламской архитектуре, да, вот, скажем, минареты арабских мечетей, минареты турецких мечетей, иранских мечетей, ну, надо сказать, что круглый в плане минарета тоже некое своеобразное изобретение, собственно говоря, у булгар, понимаете? В основном были, если мировую архитектуру мы посмотрим, были, значит, в плане минареты-многогранники, были минареты, значит, квадратные в плане минареты. Вот вся архитектура Магриба – это квадратные в плане минареты, которые очень напоминают колокольни христианских храмов, понимаете? А круглые в плане минареты – это
в принципе, встречается мало где, встречается. И вот встречается прежде всего в Булгарах. Так, дальше мы идем. Вот у нас тут Белая палата. Ну вот не знает, какая там функция, вот назвали Белой палатой это все хозяйство. Да. Что интересно, вот если мы посмотрим архитектуру, исламскую архитектуру, которая в других вот, азиатских стран, так скажем, да, там климат другой. Там тепло, там климат другой. И вся эта архитектура исламская, она на плоской кровле. Все. Посмотрите архитектуру, ну, скажем, Самарканда, например, да, Средней Азии. Там везде плоская кровля. А у нас все-таки тут север. У нас тут холода, понимаете, да? Холодно зимой. Снегу много, дождей много. И, естественно, климат очень сильно повлиял на формирование архитектуры булгарской. И мы видим здесь, что мы видим? Да мы видим скатную кровлю, вот она, все. Сплошная скатная кровля везде и всюду. И это было вызвано необходимостью местного климата. Далее, вот мы видим черная палата, судная палата. Вот я не считаю, что это черная палата, судная палата, как-то по-разному. В чем прелесть, что ли, такая вот красота этого сооружения? Ну, во-первых, мы с вами видим вот двухчастный свод. Смотрите, мои, двухчастный свод, да? Вот двухчастный свод. Это у нас начало 13 века. Посмотрите на свод, разрез собора, ну, Исаакиевского собора, например, в Санкт-Петербурге. Посмотрите, как он выглядит. И это очень интересно. Вообще, собор Исаакиевский, он трехчастный, он состоит из 3 сводов. Это все нужно для того, чтобы нагрузку вот это все уменьшать и гасить, да? Так вот, ну там были металлические конструкции, применились, там это уже практически не так давно было построено. Но это же 13 век, они уже знали вообще, как надо вот это вот погасить эту всю огромную нагрузку, которую несет купол, да? И вот они делали, это купол-то не целый, он полый внутри, полое пространство, понимаете? Эти тоже вещи, они очень интересны в плане того, что, понимания того, что это были мастера. Это были не случайные вот эти явления. Вот сама мечеть, соборная мечеть. Вот нынешние, вот, наверное, были в Булгарах, видели, да, вот эту соборную мечеть, и видели, это там, это колонная мечеть была, да, это чисто такая миатский тип мечети, колонный тип мечети, так скажем, да, вот у нас вот мечеть в Кордове, например, тоже колонный тип мечети, да. Здесь тоже, то есть вот у нас зал состоит из колонн, вот в плане мы с вами видим вот одни колонны. Осталась на сегодняшний день одна колонна, больше других нету, все. И там, значит, минарет там был, он где-то в 19 веке развалился, вот сейчас его новодел, восстановили все. Что вот это вот колонна тип мечети, это, конечно, чисто арабская традиция и веяние, потому что, ну, не могли булгары изобрести свой тип мечети, да, сами ни с того ни с сего. Естественно, это было арабское влияние в плане типологии. Но здесь в чем своеобразие вот этой мечети? По углам появляются башни, по углам этой мечети появляются башни. А зачем эти башни? Зачем они нужны-то, эти башни-то? Да, оборонное значение было прежде всего оборонное значение. То есть мечеть это было последним убежищем в случае нападения врага. Это было последнее убежище, где могли прятаться горожане, понимаете, и обороняться, и защищаться. Это и не только в булгарской традиции, но и в русской традиции, да, храмы всегда имели оборонное значение. Поэтому они сделали все массивных стен, чтобы можно было спрятаться от врага в этих храмах. То же самое вот оборонное значение мечети мы с вами видим. И что мы еще видим? Да мы видим еще скатную кровлю. Вот скатную кровлю мы видим. Больше как можно было перекрыть это огромное пространство. И вот мы видим здесь образцы мечети в Самаре, да, вот тоже в тех времен. Ну, там вообще никакой кровли нет, и она не нужна. Там тепло все время, там круглый год тепло, понимаете, там снегов ничего не бывает. А здесь надо все-таки перекрыть, и пришлось это перекрыть, естественно, скатной кровлей, как же мне еще обойтись. Вот внутреннее пространство этой мечети, как оно смоделировано, что ли, виртуально смоделировано. Вот мы видим вот это арочные. Вот у нас одна из колонн сохранилась. Дальше на эти колонны опирались арки, естественно. Вот все это арочное такое пространство. И, ну, арочный тип мечети. Вот аналоги здесь вот из других мечетей. Вот мечеть в Кордове аналог. Как это выглядит внутреннее пространство
так сказать, колонны мечети внутри, да, достаточно просто. Я же говорю, что это не могло возникнуть ну, просто так, да, естественно, арабское влияние, это бесспорно, откуда это они не могли изобрести, да, ничего само по себе не изобретается. Булгарский период. Я вам говорил о значении принятия ислама. Конечно, вот принятие ислама оказало колоссальное, не только на архитектуру влияние, оно оказало колоссальное влияние на все, на образ жизни булгар, впоследствии татар, да. Ну, вот мы знаем, вот мы видели Черную палату, есть предположение, что там были бани. И не просто бани, были бани с теплыми полами, представляете, теплый пол, по керамическим трубам горячая вода. А где такое мы еще знаем? А мы знаем только Древний Рим, а мы знаем только термы Каракалы, термы Диоклетиана, которые это все использовали, понимаете, да? То есть это что? А это наследие древнеримской цивилизации вообще перешло на наши земли через булгар. Пришло. Они же не могли сами изобрести вот эту вот технологию теплого пола, да? Они же должны были где-то позаимствовать, откуда-то знать. То есть с принятием ислама был принят культ чистого тела. Потому что, чтобы читать намаз, надо 5 раз совершать, мыть определенные части тела, понимаете, так скажем, да? Омовение, то есть чистоты. Это культ чистого тела, культ чистоты. Поэтому эти термы, поэтому эти бани. Да? И это все на фоне, знаете ли, вот средневековой Европы, где периодически происходил такой вот тотальный мор, чума, тиф и еще прочее, да, на почве чего? Да на почве полной антисанитарии европейских городов. Полная антисанитария, вы понимаете? Королева Англии было всего 2 раза при рождении и перед свадьбой. Все, больше она не была. Ну, это особое, конечно, так скажем. Ну, ладно, это еще полбеды, но вот в великолепном дворце Версаля, который по Людовику XIV, там вообще не было туалетов. Вот это вот, так сказать, параллели, что ли, своего рода параллели. Что значит, ну, в свое время, так что мне на голову пришло, во времена, в древние времена, булгары предлагали князю Владимиру принять ислам. Да, в свое время. Они даже целое посольство организовали. Я такой: Володя, вот у нас какой хороший, у нас такую религию мы приняли, давайте тоже приобщись, типа того, да. Ну, отказались они от принятия ислама, приняли христианство, вы знаем, да, и древние славяне тоже же были язычниками, как и булгары в свое время. Да, булгары приняли ислам, а славяне приняли христианство. И вот мы смотрим вот это принятие этих важных решений, это хан Алмуш ислам, князь Владимир христианство, и вот видим на сегодняшний день итоги принятия этих важнейших решений, да. То есть это совершенно разные культурные парадигмы. Русская или, скажем, нынешняя татарская. Это разные культурные парадигмы. Они взращены на совершенно разных корнях, что ли, там, да. Ну, это такое, опять получилось лирическое отступление, извиняюсь. Булгары, мы же говорили о булгарах, да, возвращаем, да, цивилизация была сметена была татаро-монголами. А куда делись эти булгары-то вообще? После взятия булгар и так вот это всего это, куда они делись? Да никуда они не делись. Они так и остались, да, они так и жили, понимаете, по лесам, по полям, по долинам, что ли, да. И после распада Золотой Орды, вот эти самые потомки булгар, так будем говорить, да, образовали Казанское ханство. Ведь что ж там булгары образовали? Кто мог организовать Казанское ханство? Что там, монголов было много, что ли? Монгол-то практически до сих пор там 5 миллионов. Да и тогда было еще меньше, наверное, этих монголов. Вы понимаете? Вот так называть, что это, представлять себе, что это были какие огромные орды монгол. Да там монгол было, может быть, главнокомандующий монгол. Остальные были и татары, и все угодно, сибирские народы, племена, да. Но не об этом речь, а вот Казанское ханство появляется у нас по Золотой Орды, Казанское ханство. И столица Казань, как вы знаете, это Казанское ханство. Оно недолго просуществовало, это государство всего 100 лет где-то просуществовало. Не дали ему дальше развиваться. Но интересно оно тем, что оно сохраняло традиции, исламские традиции, которые были заложены в Великих Булгарах. Понимаете, да? То есть жители Казанского ханства были мусульмане. Ну, сразу переходим к 1552 году, после, да, захвата Казани Иваном Грозным. Город Казань после долгой осады была взята. Что собой представлял город Казань? Ханский Кремль. Мы не имеем никаких, по сути дела, одна только фраза князя Курбского: «Зело прекрасные мечети» и минаретов штук 5.
что 5 мечетей, числом 5 минаретов, мечетей, написано у князя Курбского. Это был свидетель, больше никаких исторических свидетельств о том, что собой представлял архитектура Казанского Кремля ханского, мы не имеем ничего. Имеем только вот что. Икону «Церковь воинствующая», посвященную взятию Казани, 16 век. Да? 16 век. Нарисованную, естественно, иконописцами, которые были, соотечественники тех времен, да. И вот фрагмент этой иконы, вот Казань. Вот мы видим фрагмент этой иконы. Мы видим, что это белокаменный город, видите, белокаменный, весь охваченный огнем. И это единственное изображение того, как выглядели Казань до взятия Ивана Грозного. Я думаю, этому надо верить, потому что это было нарисовано все-таки человеком, который жил в те времена. Что мы видим? Мы видим, что стены были из камня белокаменные. Откуда это? А это из Великих Болгар. Это традиция каменного зодчества, которая сохранилась во времена Казанского хана. Но все-таки как были мечети, да, на территории Казанского Кремля, были мечети, как они выглядели, мы не знаем. Естественно, очень трудно предположить, как они выглядели. Они были снесены все, эти мечети, как вы знаете, да. Буквально на следующий день были снесены вообще.